конференция приурочена к столетию со дня основания научного общества по изучению Башкирии. И сегодня в первой половине дня мы имели возможность прослушать несколько интересных докладов, посвященных становлению истории изучения, научного изучения нашего с вами края. И что символично, директор Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди, кандидат исторических наук Марат Минигаевич Зулькарнаев одновременно является и главой нашего республиканского общества краеведов. Поэтому Национальная библиотека выступает как главное книгохранилище нашей республики, как место, где трудится в качестве директора Марат Минигаевич, выступает одной из площадок нашего форума сегодняшнего. Мы в первой половине дня прослушали несколько интересных докладов, которые были посвящены проблеме внедрения в научный оборот новых источников по изучению Башкирии. Сначала, так сказать, с краткой историей становления общества по изучению Башкирии выступил сам Марат Минигалиевич. Затем мы заслушивали профессоров и доцентов нашего института, в частности, Булат Ахмер Чазнабаев, известный вам заведующий кафедрой истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии, выступил с докладом, которым он рассказал о новых источниках о башкирском восстании 1704-1711 годов. Затем в пленарной части выступал доцент этой же кафедры Искандер Расулович Саидбаталов, который провел такой компаративистский, да, можно сказать, такой феноменологический анализ источников, посвященных биографии поэта и богослова Шамсаддина Заки. Затем были очень интересные выступления наших коллег, ученых, исследователей, представителей Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Вы, должно быть, знаете, что мы довольно активно сотрудничаем с Институтом истории языка и литературы, поскольку там работают наши коллеги. И было два интересных доклада, вернее, три интересных доклада было. Это доклад Марселя Нуруловича Фархшатова, тоже такой документальный анализ был новых данных о поездке муфтия Резаиддина бин Фахриддина на первый Всемирный конгресс в Мекке в 1926 году. Затем тоже с очень интересной междисциплинарной темой, посвященной генеалогии башкирского народа по данным Гапла Групп, выступил Азат Салавович Сальманов. И был тоже очень интересный такой поисковый доклад, который позволил нам углубиться в лабораторию такого научного поиска, был сделан Рамилем Махмутовичем Булгаковым, также нашим коллегой из Института истории языка и литературы, который рассказал о методике поверки выходных данных второго номера сборника Башкорт Аймагы, то есть поведал о так называемом внешнем анализе источников. И завершилась пленарная часть тоже очень интересным и ярким выступлением нашей коллеги, заведующей отделом археологии Национального музея Республики Башкортостан Риды Раисовны Руслановой, которая представила тоже такой компендиум археологических источников, в частности, бусин, как это ни странно, да, которые могут о многом рассказать нам, когда мы анализируем женский костюм, да, поскольку и занятия, и коммуникации, и торговля, и многие другие моменты, как это ни странно, могут быть прояснены при помощи анализа вот такого элемента женского костюма, как бус. И сейчас мы традиционно, поскольку в нашем институте, вы знаете, мы всегда делаем акцент на молодежной науке, на студенческой науке, потому что для нас важно, чтобы кто-то из вас впоследствии сменил нас и в качестве преподавателей, и наши коллеги из Института истории языка и литературы очень надеются, что кто-то придет к ним из молодых и подхватит, так сказать, их тоже вот эту ношу, да, по исследованию, по работе в рамках фундаментальной исторической науки. Поэтому нам очень важно инкорпорировать вас в научную среду, в научную дискуссию. Поэтому мы всегда стараемся в рамках наших конференций проводить студенческие секции и с большим удовольствием выступления студентов слушаем. Я искренне благодарю Маргариту Нугмановну Сулейманову, доцента кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнографии нашего института, которая всегда
очень скрупулезно работает со студентами. У Маргариты Нугмановны много победителей среди студентов в различных форумах «Моя страна, моя Россия» и так далее. Да? То есть действительно Маргарита Нугманова, не жалея, так сказать, сил, энергии, с радостью работает с вами. Это здорово, что вы идете навстречу. Да, спасибо, Маргарита Нугмановна, вам. И мне очень приятно, что Маргарита Нугмановна сумела в короткие сроки интегрировать наш такой поисковый коллектив наших молодых исследователей, которые подготовили доклады, с которыми они сегодня и выступят на секционном заседании нашей конференции. Поэтому, Маргарита Ивановна, передаю вам право модерации. Вы лучше знаете тех, кто сегодня в аудитории, у кого готовы доклады. Я сама буду с удовольствием слушать, задавать вопросы, потому что я очень люблю это делать. И всех тоже призываю к такому же активному слушанию, уважаемые студенты. Ну, прежде всего, большое спасибо, Ирина Васильевна, за добрые слова. Я лишь добавлю, что мне действительно очень нравится работать с ребятами, со студентами. И вот очень приятно всегда видеть, буквально как на глазах у тебя раскрывается вот их творческий потенциал, и как они начинают понимать суть и содержание научно-исследовательской работы. Это всегда очень приятно, когда особенно вот ребята добиваются успехов. У меня здесь немало сидят ребят, которые очень успешные в своей научной деятельности. Это вот прежде всего наши выпускники: Ильшат Давлетбаев, Татьяна Явная, Арсен Басыров, да, и еще кто у нас есть ребята. Еще есть ребята, на которые сегодня не смогли присутствовать. Вот. Ну а сейчас я перехожу непосредственно к нашему рабочему, скажем, моменту, да, и я прошу вас внимательно послушать, потому что это были доклады, которые, насколько я поняла, ребята вложили такой большой интерес, во всяком случае, подключились, изъявили свое желание, и, наверное, я предложу слово, значит, нашим студентам 4-го курса, историкам Татьяне Явной и Басырову Арсену. Да, доклад у них называется «Новые источники по воинам, о воинах 112-й башкирской кавалерийской дивизии «Военные билеты». Вот такой очень интересный доклад. Итак, пожалуйста. Так, ну, наша тема уже была озвучена, и в рамках исследования мы хотели рассмотреть новые источники по воинам 112-й башкирской кавалерийской дивизии на примере поступивших нам с помощью определенных средств военных билетов. Это 2 экземпляра в виде 4 документов. Я хотела сначала показать, как это выглядит. Можно 2-й, 3-й слайд? Соответственно, вот 1-й наш военный билет, который мы анализировали. Можно 2-й тоже? Вот так выглядит 2-й. Но мы хотели бы начать в первую очередь с 1-го. Всего, как я сказала, в наличии у нас 4 документа по 2 воинам. Первые 2 из которых отсканированы, последние 2 перенесены в электронный вид с помощью фотографии. И документы воинского учета, которые поступили к нам из личных архивов, являются письменными историческими источниками. И согласно классификации Пушкарева, он определяет их род как документальный, потому что в них преобладают отображения или воплощение действительности в источнике. Исходя из определения Гончарова, мы относим их к делопроизводственным источникам, так как к ним относится весь комплекс документации, образующийся в результате деятельности любого органа управления. Ну и, в принципе, военные билеты данного периода, это 40-е годы, как можно заметить, я думаю, ребята уже обратили внимание, относятся к делопроизводственным источникам, выпущенным Народным комиссариатом обороны СССР. И они также, как документы, выдаваемые гражданину при поставке на воинский учет при прохождении военной службы в структурах Наркома обороны СССР, относятся к подвиду учетной документации. Ну и мы рассматривали данные документы по 2 основным характеристикам. Это внешняя и внутренняя критика. Во внешней критике, с которой мы начнем, мы представили краткий анализ по 3 основным составляющим. Это атрибуция, то есть установление авторства, это локализация, то есть непосредственно место и локация, где был издан источник или где его передали. И датировка, то есть какой датой мы датируем данный источник. Ну и хотелось бы начать с 1-го документа. Далее. Первый воин Губайдулин Мухтар Губайдулович. Согласно сведениям внука, дед 1905 года рождения. Рядовой, был призван на фронт с Калтасинского района. Проходил войну в составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Был ранен. Однако на сайте «Память народа» числится воин, имеющий абсолютно схожие характеристики, согласно представленным нами.
документом со списком рядовых. Однако указано другое имя, не Мухтар, а Махтар. Это может быть объяснено ошибкой в составлении документа и написанием имени, что часто встречается в данный период времени. В именном указателе биографического справочника «Шемратовцы», воины легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии, похожего человека и вовсе не встречается. В источниках указано несколько дат. 1905 год, год рождения Мухтара. 8 месяц 1941 года, призвание воина из Калтасинского районного военкомата на фронт. 8 месяц 41-го, 3 месяц 45-го, воин числился автоматчиком башкирской кавалерийской дивизии. 3 месяц 45-го по 5 месяц 45-го. Эвакогоспиталь, однако, не помнит своих данных, ранено больной. И в 11 месяце был демобилизован. Во-первых, на сайте «Память народа» встречается аналогичная информация о годе рождения и времени призыва. Во-вторых, даты не являются противоречивыми друг другу. В-третьих, найден сторонний источник с именным списком призванных воинов из Калтасинского района военкомата, в котором числится Губайдулин Махтар. Непрямые указания дат. Красная звезда, серп и молот, символы коммунистического движения, БССР, образованная 20 марта 1919 года. Военный билет выдан Калтасинским районом БССР, который был образован 2 августа. Локализация. Представлена упоминанием Калтасинского района БССР и Калтасинского РВК. Имеющаяся печать воинской части нечитаема. Однако слово «военкомат» в наиболее широких границах речи может идти о Советском Союзе, в котором в период его существования документы заполнялись на русском языке. Внутренняя критика. Исторический источник содержит информацию о воине, призванном на фронт в 1941 году и покинувшем его в 1945. С точки зрения отрицательной критики не определено указанное сокращение. Невозможно определить содержание печати главной страницы военного билета из-за плохой сохранности. Это можно увидеть на картинке в правом нижнем углу, в левом нижнем углу. Нечитаемо также остается фамилия майора, подписавшего документ. Согласно воинскому билету, не удается подтвердить факт зачисления указанного воина в 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию, но это доказано сторонними источниками. Можно второй слайд? Ну и второй воин – это Мухамедьянов Ахмедгале Ахмадиевич, 1926 года рождения. Также поступила информация от внука о том, что он воевал в 112-й башкирской дивизии, и мы пытались, соответственно, это доказать. В первую очередь атрибуция, это мы также опирались на сайт «Память народа», который содержит информацию по данному воину, но в отличие от предыдущего человека, в подтверждении не были приведены никакие документы, которые доказывали бы это. И, в принципе, то есть у нас в распоряжении только вот данный источник. Но указано там было получение медали за отвагу с номером документа, хранящегося в ЦАМа, который, разумеется, мы не можем посмотреть. И в именном указателе биографического справочника «Шемратовцы, воины легендарной башкирской дивизии» упомянутое лицо, оно также не встречается. То есть, в принципе, доказать, что данный воин где-то еще, подтвердить, точнее, где-то его еще мы не смогли. Следующее упомянутое лицо, которое здесь помимо главного героя Ахмедгали упоминается, это командир 288-й гвардии лейтенант Михеев, которого также мы не смогли нигде найти. Но, как было отмечено ранее, военные билеты оформлялись наркомом обороны СССР, и, в принципе, атрибуцию мы связываем именно с этим местом. Ну, еще позднее к атрибуции я вернусь. В источнике указано довольно много прямых указаний датировки. Времени тянуть, я думаю, ребята и члены комиссии посмотрят самостоятельно. Это и личные данные от года рождения до времени призыва, и также места, где он служил. Но тут имеются и довольно много указаний непрямых. Например, это основание башкир-дивизии, это 1941 год, это служба, он проходил службу в 10-м гвардейском полку, который действовал с марта 1942 по 1945 год. Третий момент – это также полк, в котором он состоял, это 169-й стрелковый полк, он действовал с 43 по 45 год. И также самое интересное – это упоминание войсковой части, там указан номер 67877, дата регистрации которого относится к 14 августа 1945 года.
Ну и второй документ вообще у нас имеет современный вид, в связи с чем мы не можем определить верхнюю границу, потому что документ вообще сильно отличается, и непрямые указания определяют, может, мы с помощью них могли определить только нижнюю дату, это 1900. Локализация имеет множество также косвенных указаний. Во-первых, это непрямым указанием является употребляемый русский язык, что, как и в случае с первым воином, характеризует документы времен СССР. Во-вторых, расположение можно определить по воинским частям, в которых в определенный период числился воин, и все из них расположены в пределах Советского Союза. Ну и в-третьих, войсковая часть, которую мы упоминали, 67877, указанная, она находится в Калининградской области, город Ладушкин, где, вероятно, был выдан данный военный билет в 1949 году, но это если судить по прямой датировке. К внутренней критике можно отнести, во-первых, само содержание. Это данный военный билет является источником, который содержит в себе помимо личной информации еще и боевой путь воина. Сильно заметно, что два документа имеют разное время создания. В первом случае бумага старая, потемневшая. Здесь, наверное, видно, что она имеет замятины и даже в некоторых моментах пятна. Ну, то есть, грубо говоря, дефекты, которые связаны с длительным существованием. Во втором случае видны довольно высокое качество бумаги, светлый цвет, отсутствие помятости, рваности, пятен, ну и других дефектов, а также примечательны цвета и печать рисунка с звездой и серпом молотом. Ну, к тому же во втором документе все строки о прохождении службы в разных воинских частях заполнены единым почерком, одной и той же ручкой, вероятно, в один и тот же момент времени. И мы полагаем, что документ мог быть восстановлен вследствие либо утраты, либо, может быть, сильного повреждения. В источнике указан Мухамедьянов Ахмед Ахмедиевич, что не совпадает с указанным фи от внука. Это наверняка связано с тем, что, как и в первом случае, допущена ошибка по написанию имени. И, в принципе, это довольно понятно, если учесть, что документ был выдан в Калининградской области. С такими фамилиями, именами и отчествами там встречаются довольно редко. И ошибки, в принципе, ну, наверное, очевидны. Но все использованные в исследовании документы созданы с целью воинской регистрации человека, и общий анализ позволил сделать вывод о подлинности полученных источников, несмотря на, в последнем случае, замены документа современным способом. И несмотря на определенные сложности в прочтении, в целом документ представляет собой довольно значимый исторический материал, по которому можно проследить военную судьбу воинов дивизии, которые были не отмечены в ряде биографических справочников, в ряде сайтов памяти и многих других источниках информации. Наверное, все. Спасибо большое. Спасибо. Давайте поблагодарим. Пожалуйста, какие будут вопросы выступавшим? Давайте пока раскачиваются наши студенты, Маргарита Нумановна, сами вопросы зададим. Вот всегда возникает такой первый вопрос, какова была основная цель, да, как бы идея вашего исследования, да? Какая проблема научная ставилась? Можете еще раз вот нам ее обозначить? Прежде всего, это то, что до нас часто не доходят личные данные бойцов. В различных справочниках мы встречаем более общую информацию. Вот, а благодаря этому исследованию мы знаем о личном боевом пути человека. То есть для кого это может быть важным? Во-первых, для семей, родственников. Во-вторых, для установления каких-то исторических, фактических, например, местоположений дивизий, которые могли быть не упомянуты в других источниках информации. В целом, введение в оборот таких интересных материалов на основе семейных архивов – это очень важно, потому что они позволяют раскрыть те пятна истории, которые не могут раскрыть официальные исторические данные. Совершенно верно, да? Спасибо. И вот я помню, кстати, Гулькара Архимяновна Шагапова, которая вот здесь у нас где-то была тоже, когда мы пришли, наш тоже участник нашей конференции, в прошлом году публиковала статью, или в позапрошлом году, как раз-таки тоже об опыте. В двух словах расскажите тоже о вашем поисковом опыте, как вы искали своих погибших родственников. Да? Вот сюда, если можно. У нас была ситуация немножечко, конечно, другая. Я с интересом вас послушала, спасибо, получила искреннее удовольствие, порадовалась, что растет хорошая смена. Вот. У нас ситуация была немножко в семье другая. Нам пришла бумага, что без вести пропал мой дед, получается, и попытки моего отца найти
его следы ни к чему хорошему не приводили. Он тоже был историк, и поэтому запросы делались все правильно. Ответ всегда был один и тот же – пропал без вести. Но при этом, в общем-то, мы знали, что он без вести не пропал, потому что земляк, с которым они вместе переплывали реку Волгу, это как раз Сталинградская битва, лето 42 года, как вы понимаете, это октябрь 42 года уже был самый такой напряженный период. Вот этот земляк, он говорил, что когда мы плыли через Волгу, я его спросил: Баймурат, ты здесь? Он мне ответил: я здесь. Когда, говорит, через некоторое время я спросил второй раз: Баймурат, ты здесь? Ответа я уже не услышал. То есть очевидно, что он утонул в реке, когда его ранило. И вот наши поиски заводили в тупик. Вот мы пользовались и сайтами, о которых вы говорили, там та же информация шла без вести, пропал. Но настойчивость проявил, как ни странно, не историк в семье, в моем лице, настойчивость проявил мой брат, который юрист, ну, тоже с документами работает, и он решил пойти с обратного конца. Он решил смотреть форумы, которые посвящены вот этим событиям. И вот на одном из форумов как раз и вылезла информация о том, что есть братская могила в селе Латашанка, то есть вот ниточка уже была ухвачена, эту ниточку стали разворачивать обратно, и выяснилось, что в Латашанке братская могила перенесена в связи с строительством города, город Волжск. В городе Волжске эту могилу тоже потом перевозили, и в итоге оказалось совершенно неожиданно для нас, когда они в 17 году поехали на юг на машине, специально заехали посмотреть эти места, Волжск, Латашанка, в Волжске не нашли, в Латашанке не было, естественно, могилы, была найдена надпись на Мамаевом кургане. Вот это вот для нас была, конечно, вообще открытием. Потом мы уже узнали, что, оказывается, перезахоронение было уже третичное, получается, на Мамаевом кургане. И это наводит на определенные мысли, вот продолжая мысль студентов о том, что документы, которые есть у нас в архивах, которые нам ответы приходят, они не всегда соответствуют действительности, что неудивительно. Вы же знаете, какая была мясорубка. Вы, как историки, понимаете, что не всегда все учету поддавалось четкому. Поэтому искать нужно с разных концов, используя опыт историка, опыт специалиста, тех знаний, которые вам дают, и в конечном счете вы будете приходить нередко к удивительным результатам. Я могу еще одну историю такую сказать, но в следующий раз. Спасибо большое, спасибо, Кармен, за комментарий. Действительно, очень важным является любая информация для близких людей, для семьи, и то, что удается сделать, очень дорого стоит, да, и в масштабах микроистории, и макроистории. У вас тоже был вопрос, да? Вопрос можно, да? Меня заинтересовало, интересно, вы вытащили вот эти военные билеты. Вот это вот настолько известная, да, 112-я башкирская кавалерийская дивизия, она настолько вот такая вот, имеет такую славу, да, боевую. Вот мне интересно стало, а как много неизвестных документов, связанных с историей этой дивизии? Наверняка много. То есть какие-то архивы закрыты, да, или что? Вот это вопрос мне интересен. Да. Какой свод документов, он неизвестен, недоступен? Да, разумеется, есть документы, хранящиеся в закрытых архивах, и к тому же стоит учесть, что вот таких переписанных военных билетов в связи с утратой на руках у людей великое множество, и они до нас не доходят по той причине, что военный билет, заполненный во время войны, он где-то отображен, а который после уже нет. В принципе, у нас есть такая помощница электронная почта ГАУНРБ, которая нам помогает находить вот подобные документы, нам с Арсеном. В данной статье, это, по крайней мере, очень сильно помогла. И там мы смотрели просто из интереса, сколько вот люди присылают свои архивные материалы, сколько в них воинов, которые не упомянуты, например, в биографических справочниках, на сайтах. Мы нашли 8 человек. И это только на первый взгляд, вот просто работая со статьей. То есть мы не углублялись. Просто чисто арифметически, если... Чисто арифметически, просто если сравнить. А если углубиться, если начать изучать, я думаю, их еще больше окажется. Интересно. Спасибо еще раз за интересное выступление. Ну, у нас Татьяна уже человек опытный в этом отношении, и радует, что Арсен так тоже активно подключился к процессу. Спасибо.
Двигаемся дальше. Да, спасибо большое, Арсен, Татьяна. Я передаю слово следующему нашему выступающему, Ильшату Давлетбаеву, студенту 4-го курса. Он подготовил доклад на очень заманчивую, я бы сказала, тему о башкиро-мадьярских связях. Это такая проблема противоречивая, такая загадочная в истории происхождения башкирского народа. Да, итак, новые данные о башкиро-мадьярских связях. Пожалуйста, Ильшат. Сегодня я попытаюсь раскрыть суть башкиро-мадьярской проблемы и рассказать про данные, которые получены в последние десятилетия. То есть это нет введения научно-оборотных данных, но есть обзор. Для начала, для начала пройдусь по терминологии. Мадьяр – это самое название венгров. Венгр – это уже экзоэтноним, данные считают ученые славянскими народами, соседними. Термин башкиро-мадьярской проблемы был введен научный оборот в 50-е годы лингвистом Церковным Гариповым и известным историком-этнологом Раилем Яровичем Кузиевым. Целью доклада является рассмотрение новых данных по башкиро-мадьярской проблеме. Поставили такие задачи, как изучение истории возникновения башкиро-мадьярской проблемы и анализ связания теории и разбор новых данных. На пути к своему становлению как этноса венгры переселялись на огромное расстояние, начиная от Западной Сибири, и остановились в землях Поволжья, где они сейчас свое государство и проживают по сей день. По письменным источникам известно о 3 основных исторических областях расселения венгерских племен в период миграции. Это Магнит Монголия, которая осуществляет земли с Пригуланием, с Южным Уралом, и Лебедия и Берберс, последний этап переселения. И с момента обнаружения связей нашего региона Приуралья, Южного Урала с венгерской прародиной стал вопрос о существовании башкиро-мадьярской связи. На данный момент существует множество пробелов и спорных моментов изучения этой темы, но в будущем вся надежда на археогенетику и на археологию. Только эти отрасли могут дать новые источники. Вопрос нахождения мадьяр на территории Урала был рассмотрен историком еще в 17 веке. Татищев писал, что угры прибыли с востока, подобно половцам. Карамзин впервые выдвинул теорию о башкиро-мадьярском родстве, назвав при этом территорию Башкортостана древним отечественным русским народом. О различии в языках башкир и венгров историк объяснял это сильным влиянием со стороны татар. Далее Грот опирался на лингвистику, выдвинул теорию о местоположении Монголии по обе стороны Восточной. Ответом на статью Грота была статья Данилевского. Он затронул тему местоположения древней родины, знаемый стал. Отдельно стоит выделить концепцию башкиро-мадьярского родства Ольсона. Она не является такой актуальной на данный момент, просто для раскрытия истории изучения данной проблемы стоит обратить внимание на эту концепцию тоже. Он пытался постепенно найти связь между изначальным этнонимом Башгар и связать этот этноним с современным этнонимом Башкира и Мадьяра. То есть он выводил из башкардов башкирдом, а на западе из башкардов Мадьяр. Но эта теория на данный момент серьезно не рассматривается учеными. То есть можно сказать, что в трудах российских историков уже в 19 веке формируется теория башкиро-мадьярского родства, и в тот момент доминирует больше теория происхождения башкирского народа угорского, и Александр Бабаев придерживался этой теории. Венгерские исследователи в начале 20 века венгры сами отправили исследователя Бесара Шатью в Башкирию, экспедицию, и он пришел к выводу, что башкиры и венгры не родственники. Далее нет серьезных
исследователей. В 50-е годы уже активизируется тема, и Кузьмин, Гарипов после поездки в Венгрию, они тоже сделали вывод, что башкиро-мадярское родство – это анахронизм. Помимо этого они ввели научный оборот термин башкиро-мадярское родство. В 70-е годы венгерские ученые заявил, что башкиры-мадьяры вели самостоятельный путь становления. Также вторая половина 20 века характеризуется таким началом периода именно археологического. Татарстанские исследователи Халикова и Халиков открыли археологические памятники и смогли связать их, вот этот материал археологический, с мадьярским. Это был таким, так сказать, маленькой революцией в изучении этой темы. И дальше развивали эту тему уже исследователи из Башкортостана, это Мажитов, Иванов. И в итоге были выделены кушнаренковская и караикуповская культура, материалы которых близки к мадьярам. Еще также стоит отметить культуру чиаликскую, которая уже в более поздний период, характерна для более позднего периода, 10-13 века. То есть на основе археологических исследований можно сказать, что вот эти исследователи доказали факт пребывания мадьяр на Урале. И можешь следующий слайд? Вот на этом слайде мы можем видеть расположение памятников, которые связаны с мадьярами. Кушнаренковская культура – это такая более древняя, 6-8 века. Далее идет караикуповская культура, 9-10 и чиаликская. Кушнаренковская и караикуповская культура, они исчезают, и это как раз исследователи связывают с периодом миграции венгров с Южного Урала. Но чиаликская культура, она сохраняется на данной территории и существует до 13 века. И, возможно, может, кто-то слышал про сведения венгерского монаха Юлиана. Он в своей экспедиции написывал в своих записках, что на восточных землях от булгарского города он встретил женщину, которая говорила с ним на его языке. То есть они могли общаться без переводчика. Исследователи считают, что там остались остатки венгерских племен на северо-западе Башкирии, вот в местах слияния Камы и Белой. И эти остатки мадьяр были ассимилированы тюрками и поучаствовали уже в этногенезе башкирского и татарского народов. Так, можно дальше? Следующее. В 21 веке, во второй половине нулевых годов, также активизируется исследовательская деятельность. Зимони, венгерский исследователь, заявил, что башкиро-мадьярское родство – это результат влияния той части мадьярского этноса, которая осталась на территории на территории Урала-Поволжья. Ильясов, башкирский исследователь, утверждал, что башкиры и венгры – это братские народы. Атила Тюрк опровергал его тезис, и, по его мнению, башкиро-венгерское родство – это не научный факт. Исследователи Диони Габбар и Овчинникова также считали, что это всего лишь историографический сюжет. И можно дальше? Следующий. И вот, хотел перейти уже к новым данным. За последние десятилетия были исследованы, то есть 21 век вообще характеризуется таким смещением к археогенетике и к археологии в вопросе изучения этой проблемы. И вот первая статья, это статья под авторством наших отечественных и венгерских исследователей. Эта статья посвящена изучению останков представителей династии Арпадов, династии короля Арпады. И они пришли к выводу, что династия Арпадов
имеет близких родственников в Абзелиловском и Баймакском, в Абзелиловском и Бурзянском районах. Но они отмечали, что их родовая линия разделилась около 2000 лет назад. То есть, учитывая как бы это, то есть они не являются прямо прямыми родственниками, они были родственниками 2000 лет назад. То есть это такой спорный момент. Вторая статья тоже под авторством международного коллектива. Они также утверждали, что древние венгры были относительно близки современным башкирам и всему тюркоязычному населению, проживающему в Волгоуральском регионе. Далее, интересны работы Антонова, это исследователь из Уфы. Он публиковал на протяжении последнего десятилетия ряд работ, которые затрагивали данную тематику. И в целом он соглашается с выводами венгерских коллег относительно того, что башкиро-венгерское этнокультурное родство – это результат влияния венгров, оставшихся на Востоке. Также он, осуществив комплексный анализ письменных и археологических материалов, делает вывод, что ареалы расселения венгров и башкир в период Средневековья не совпадают. И говорить можно только о наследии венгров, оставшихся на Востоке. И это можно связать с чаоликской культурой. То есть можно сделать вывод, что теория о полном таком родстве между башкирами и венграми отходит на второй план. И тут акцент падает на остатки мадьярских племен, на изучение их наследия. И в будущем новые археологические исследования, открытие новых памятников и исследования в области археогенетики смогут как-то поспособствовать новым открытиям и откроют больше для нас. И вот интересные памятники внизу указаны. Это Актюба. Челябинские археологи обнаружили новомадьярский комплекс в Южном Зауралье, и мы ждем публикации материалов, и, возможно, там тоже будут материалы, которые можно будет связать с этой проблемой. И в 2009 году также челябинские археологи открыли погребальный комплекс УЛГ и начали исследования, и по сей день исследование этого памятника является актуальным. И более подробное изучение этих двух памятников и поможет в изучении данной проблемы. И еще стоит отметить нашего уфимского археолога, его исследовательскую деятельность. Это Александр Геннадьевич Колонских. Он исследовал Бустанаевский могильник, и, возможно, эти материалы тоже могут быть связаны как-то с башкиро-мадьярской проблемой. Подводя итоги, можешь следующий слайд? Подводя итоги, можно сказать, что в ходе рассмотрения новых данных и вообще история изучения данной проблемы, гипотезы классифицируются на 5 типов. Первое – это исследования в области археогенетики, которые становятся все более и более актуальными. Второе – это исследования в области лингвистики и топонимики, которые были характерны больше для второй половины XX века. Третье – это венгерские, арабо-персидские письменные источники. Они являются таким фундаментом для всех исследований, в принципе. И четвертый тип – это некоторые исследователи выдвигают эту гипотезу по поводу сходства названий племен. Башкирское племя Еней, есть венгерское племя Генех или Ена, по-разному пишется в источниках. Юрматы отождествляется с Гермата или Диармат. Но современные венгерские исследователи в большинстве своем опровергают эту гипотезу, и она остается спорной. Археологические данные также являются такой важной частью. И
В принципе, у меня все. Спасибо. Всё. Спасибо. Спасибо большое, Ильшат. И я бы сказала, что вот эта тема, она действительно очень интересная и привлекательная. Да? Ты ее прямо сейчас разложил. Большое спасибо. И у меня такой вот тебе вопрос. И все-таки, по-твоему, вот эту проблему башкиро-мадьярских связей, которую некоторые авторы даже сочли историческим сюжетом, ее можно ли списывать, скажем так, со счетов, или она все-таки перспективна, с твоей точки зрения? Она перспективна, но она больше касается вот северо-запада Башкирии. Вот остатки вот этой чайликской культуры, которая относится к XI-XIII векам, они сыграли роль в этногенезе башкир, татар тоже. И, в принципе, это требует дальнейшего изучения. Спасибо. То есть не все вопросы еще раскрыты. Понятно. Вот, если позволите, еще один вопрос задам. Мне действительно стало интересно, и с интересом прослушала твои выступления. Вот смотрите, у нас как-то так сложилось, по-моему, традиционно, что мы всегда испытываем какой-то такой неподдельный интерес до любопытства, что там происходит у западных соседей. Нас всегда тянуло. А какие у нас есть связи, там, исторические, генетические и так далее. Так вот, у меня вопрос. У венгерских исследователей и самой Венгрии, да, научные школы, у них столь же повышенный интерес к нам, вот, допустим, к этому маленькому тюркоязычному народу, о котором говорят, что они родственны с венграм, угроязычным венграм, да? Ну, я бы не сказал, что у них интерес именно к башкирам. У них больше интерес к своему прошлому. Прошлое у них, естественно, связано, теперь уже можно утверждать, что, с Приуральем. Магна Хунгария 100% находилась тут. Да, какой-то интерес и к башкирам, наверное, есть у них, и вообще ко всему региону Урала-Поволжья. И они исследуют наш регион наравне с регионом Этель-Кюз, это вот современная Украина, Южная Украина. То есть они в равной степени представляют интерес для них, наверное. И они... Интересный момент, что наши башкирские исследователи как-то больше выдвигают теорию, что мы родственники, а венгры пытаются как-то более объективно смотреть на это. Они не спешат, скажем. Не спешат, да, скажем, не спешат. Не спешат признавать какие-то родственные связи и стремятся как бы посмотреть со всех сторон, наверное, да? Ну, можно все-таки я прокомментирую. Тем не менее, у нас, у нашего университета есть договор о сотрудничестве с Венгерским университетом, католическим университетом имени Петера Пазмань. Да, и вот наши археологи знают, что последний раз, по-моему, в 2018 году была экспедиция, то есть в основном этот университет сейчас продолжает сотрудничество с научно-производственным центром, да, с нашими коллегами, которые тоже археологическими изысканиями в том числе занимаются. Так что, в принципе, интерес у них есть, да, вот, есть, как говорил Ильшат. Ну, действительно, и определенные, может быть, и генетические какие-то аспекты этого интереса они тоже имеют в виду в своих исследованиях. Ну да. И у меня такой вопрос к нашим студентам. Мы не должны забывать, что у нас здесь первый курс ведь присутствует, так ведь? Да? Первокурсники наши, которые должны уже с первого курса входить в научный дискурс. Вот у Ильшата было очень интересное сообщение с точки зрения тематики нашей конференции сегодняшней. Да? У нас ведь конференция, вы помните, как она называется? Да? Обратимся снова к названию. Новые источники по изучению башкир. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые студенты первого курса, вот как вы поняли из сообщения Ильшата, можно ли в современной науке, исторической науке, апеллировать к сугубо историческим, скажем, источникам и к, так сказать, вот, историческим методам? Историческим, да. Потому что приводились примеры даже биологические, генетика, археологические также. То есть даже когда мы говорим об исторических методах исследования, об исторических источниках, мы предполагаем достаточно широкий компендиум, да, методов,
Так ведь? И, скажем, собственно, археологический метод есть, да, и археографический метод, Да. и лингвистика использовалась да, тоже. методы лингвистики, об этом Ильшат, кстати, тоже упоминал. То есть на стыке там, истории и филологии, когда там, топонимика там изучается и так далее. И действительно сегодня вот этот тренд на междисциплинарность очень популярен. И, как я уже говорила, у нас в пленарной части выступал коллега из Академии наук, который тоже на основании генетических исследований пытался реконструировать происхождение одного из башкирских племен. И об этом говорил Ильшат, что сегодня действительно мы говорим о том, что наука принципиально междисциплинарна и трансдисциплинарна. И вот эти вот границы использования методов сегодня расширяются. Да? И даже более того, приветствуются, когда в, допустим, казалось бы, сугубо гуманитарных науках применяются информационные методы, там, математические методы, методы больших данных, да, метаданных, поскольку иногда, и теперь даже не иногда, зачастую, вот те данные, которые уже взяты из доступных источников, требуют конкретизации, уточнения при помощи иных методик, которые могут быть применены. Да? Вот как раз-таки это хорошо Ильшат показал, потому что, казалось бы, тема совершенно, так сказать, такая классическая уже, ставшая вызывающей интерес, но с точки зрения новых данных, новых подходов, она может выступить по-новому и дать нам дополнительные интересные оттенки в исследовании этой проблематики. Спасибо большое. Спасибо. Маргарита Нумановна, продолжайте. Продолжаем. Да, кстати, пока Маргарита Нумановна передает слово следующему докладчику, прошу обратить ваше внимание, вот Марат Нигелевич просил нас тоже всех не забыть про этот стенд. Он специально подготовлен сотрудниками Национальной библиотеки. Они подобрали из фондов те книги, те издания, которые подготовлены учеными-краеведами о Башкортостане. Как видите, на первой полочке тут такие уже, можно сказать, раритетные издания, изданные в первый год советской власти, в 30-е годы. Далее более современные книги. Пожалуйста, когда мы с вами будем покидать этот зал, тоже остановитесь и посмотрите, пожалуйста, на эти издания. А более того, в конце нашего заседания нам наши коллеги, сотрудники библиотеки, обещают экскурсию по библиотеке, поэтому сразу вскачь не бросайтесь, когда мы закончим, познакомимся вот с залами, с хранилищами библиотеки. Наверняка не так часто вы в нее попадаете, в отличие от нас. Когда мы были студентами с Маргаритой Нугмановной, никаких электронных библиотек и лайбрери еще не было придумано, сайтов тоже, поэтому мы, так сказать, бороздили тут все библиотеки, знали все, наверное, каталожные ящики, карточки и, в общем-то, проводили много, ну, достаточно приятных часов в стенах разных библиотек, и этой библиотеки в частности. Это просто отличная дискуссия, потому что сейчас очень важно и полезно узнать, какие возможности предоставляет сегодняшняя библиотека. Дело в том, что, вот, Ирина Васильевна, я вспоминаю наше время, как просиживала здесь в читальном зале на втором этаже до 9 до 10 вечера, переписывая вот эти вот тома Энгельса, Маркса, Ленина и так далее. То есть это была наша действительность советская, да? Увы, не было ни копий, ничего. Так что я считаю, сейчас все обстоит значительно лучше, поэтому нам неплохо с нашими студентами тоже еще раз вот эти возможности современной библиотеки закрепить. Ну что ж, я перехожу к следующему докладчику и предоставляю слово Диларе Лапрахмановой, студентке второго курса института нашего. И она подготовила выступление на тему «Женское образование на Южном Урале» по материалам дневниковых записей служащего Катавского металлургического завода Федора Киселева. Пожалуйста. Мое исследование действительно посвящено дневниковым записям Федора Федоровича Киселева, который служил в конторе Катавского завода. Мое исследование важно, потому что сейчас довольно-таки много исследований посвящено ядерному вопросу, и также в современных условиях получение ценного образования является своеобразным гифтом в мире,
И поэтому сведения об обучении девушек в прошлом, конкретно по этому исследованию в начале 20 века, действительно важно. О самом авторе дневниковых записей известно не так много. Можно сказать вероятно про то, что он исходил из семьи крепостных крестьян, получил хорошее образование и более 40 лет проработал в конторе. Сейчас его должность мы назвали как бухгалтер. Кроме этого, он известен своими публикациями в газете «Польское агентство» и «Ведомости». Его многие записи посвящены семье, своей жене Федосии Ивановне и дочерям Лизе, Варе. И как раз-таки благодаря этим записям можно узнать, как учились девочки, которые родились в заводских селениях Южного Урала. Дети получали образование в местной заводской школе, затем перед ним стоял выбор между гимназией, духовным училищем или гимназией. После окончания школы девочки уезжали из дома и могли приезжать только на праздники и каникулы. Например, он пишет: «На последние дни именины Лизочка так весело провела дома и училась только подарков. Там учение в стране, что-либо в городе, и именины будет справлять уже одна, без родителей, так сказать, лишества, а потом где как жить, Бог весть». То есть многие его записи пронизаны спокойствием, он очень переживает о своих дочерях, о их будущем, и поэтому вкладывает все средства, которые у него имеются, на развивание своих детей. После обучения в Беснецкой школе его девочки поступили в городское классное женское училище, по окончании сдавали экзамены. Затем сдавали экзамены в Финскую гимназию 2 класс. Своей дочери Лизе он пишет следующее. Сегодня дочь Лизочка кончила курс учения в Гражданской женской школе одноклассной. В экзамен получила 4 пятерки, остальные 4. За хорошие оценки присуждались похвальные листы. Из 26 учениц присудили только девочкам похвальные листы. Вообще скупой на похвальные листы он пишет, потому что его дочь не смогла получить этот, как сейчас мы называем, грамоту по успеваемости. После окончания школы девочки брали частные уроки для подготовки к вступительным экзаменам. Лизочки в Рязани сегодня нашли ученицы французского языка по 10 рублей в месяц. Дорого, а ученицы общих предметов по 6 рублей в месяц, всего 17 рублей в месяц. Цена хорошая, но все-таки лучше, чем в Уфе платить 21 рублей в месяц. По этим записям видно, как волновался о дочерях отец, отправляя их так далеко от себя, и понимая, что получение образования необходимо. И одновременно волновался о том, как и у кого его дети будут учиться, и беспокоился о своих финансовых возможностях, желая дать дочерям самое лучшее, без сильного удара по карману. В своих записях он приводит точные цены, следя за своими финансами. Поступали на частные уроки в Уфе, однако такое было редкостью. Лизочку в Уфе сдали чисто госпоже Вере Ксении Перецковской. За хлеба за 15 рублей в месяц и изучение французским языком 10 рублей, а всего 25 рублей в месяц. Девочкам приходилось учиться и во время каникул, чтобы поступить в гимназию. Он с гордостью пишет о желании своих дочерей учиться, о своей младшей дочери Валечке, которой было 6 лет 9 месяцев. Она пишет: пошла первый раз в женскую школу учиться по собственному желанию. Плачет и просит запустить ее в школу в храм науки. Встретилась довольна, где заставляли писать палочки, рассказывать, что ее интересовали все девочки. Оставаясь одни вдали от родителей в Уфе, тем не менее, его девочки не держали возвращаться домой. Нет, не надо учиться, папа велел, а то он будет недоволен, что я приеду домой, значит, ленюсь. Что было как раз еще одним поводом для его гордости. Вступить в гимназию было сложно, обычно необходилось без обращения за помощью помогущим лицам, что также подтверждает заботу отца семейства. Ради своих дочерей он готов искать помощи своих знакомых, использовать все свои связи. Он пишет про то, что послал письмо генералу Курбичу, прося его покровительства, помощи в этом деле. То есть в отношении принятия Лизочки в гимназию дочери крестьянина, которого вообще неохотно принимают. Помоги Боже. Если гимназии было мало, из-за небольших помещений выбирали только лучших учениц, это вынудило его послать прошение попечителю Оренбургского учебного округа по разрешению поместить сверх штата. Из-за того, что не получилось поступить в казенную гимназию, он принял решение отдать эту частную гимназию, даже несмотря на то, что плата за обучение там выше. Послал прошение в 3-ю частную гимназию о принятии Лизочки в 2 класс гимназии. Начальница Софья Фурова. Для перевода на следующий курс девочки также давали экзамены. При невозможности сдать экзамен с первого раза они могли передать осенью. При окончании гимназии также сдавались экзамены. Всего Федор Петеров за учебу 2 дочерей обходило 40 рублей, не считая затрат на одежду и белье. По его словам, он получал 139 рублей в месяц,
за сдачу квартиры в Катаре 45 рублей, то есть его 184 рубля. Для этого ему приходилось много работать, исполняя должность служащих, которой ему приходилось часто быть в разъездах. Он пишет про то, как ездил в Уфу, в Екатеринбург для того, чтобы принять деньги, и потом он писал все эти отчеты и разбирался в документации завода. Кроме трат за учебу, он должен был платить за жильем он дочерей. Поступили на квартиру к Азаматовым с платой по 16 рублей в месяц, то есть за 2 дочерей 32 рубля. К тому же цены за обучение в гимназии постоянно росли. Например, в сентябре 1905 года Федор Киселев отправил 54 рубля за получение визы и визы за первую половину текущего года. Обучение продолжалось на высших курсах, которые также стоили больших денег, и его средств уже не хватало. Он подавал прошение о субсидии для дочерей для поступления на курсы, просил помощи у своих родственников для того, чтобы они поступали как опекуны. Но также было тяжело, потому что в Уфимской губернии не всегда была возможность поступить на курсы, и поэтому девочкам приезжалось уезжать в другие города. Например, его дочери поступили на высшие женские курсы в Томске. Обучение на курсах стоило 50 рублей, но девушки мечтали слушать лекции на высших женских курсах, поэтому заботливый отец был согласен дать другие деньги для дочерей счастья. С возникновением финансовых трудностей ему становится труднее и труднее вкладываться в образование своих детей. Он пишет, кажется, не хватит сил, и придется брать освещение среди дороги. Для всех нужно теперь 3,5 года учения, ведь это вечность в пониженном тревожном времени, но надежда его милосердия всемогущих лица помогит. Напоминаю, что это начало 20 века, 1905 год, как кризис, тяжелое время. Перед девушками и их родителями стоял сложный выбор: продолжить обучение на курсах или работать ученицей. Если бы заняты ученицей, она бы уже на самостоятельном месте получала бы жалование, следовательно, не на моих руках была. Жалование 30 до 50 рублей, со временем могла получать. С другой стороны, через 3 года на высших женских курсах она будет с высшим образованием и открывается широкое поприще, если быть ученицей, то в городской или гимназиях, и уже получать не 30, а 130 рублей в месяц, и до 200 рублей. Но эти 3 года она должна быть на моих руках, то есть на моих средствах. Пришлось принять решение отправить учиться на высших курсах только одну дочь, а вторая дочь шла работать учителем. Он продолжает гордиться успехами старших дочерей, пишет про каждое письмо, которое получил. Например, пишет про то, что 28 января они были на вечере в пользу бедных курсисток. Его дочь Лидочка участвовала в 2 живых картинах и выручили 2000 рублей. Это приятно, значит, на Лидочку обратили внимание все высшие на вечере. Окончание студенты-земляки пришли к детям и знакомились с ними как земляки. К сожалению, его дневниковые записи становятся все более редкими после 17 года. В них он беспокоится о дочерях, которые находились в значительном от него расстоянии в Томске, радуется замужеству одной из дочерей и рождению первого внука. Однако после 17 года не прерывается и становится сложно предсказать дальнейшую судьбу семьи. И таким образом, из такого трогательного дневника мы узнали, как про его семейные заботы, о воспитании дочерей, про их образование и процесс его обучения, точные цены затрат в тайных школах. Поэтому все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Да, пожалуйста. По поводу учебы, были ли среди различных компетенций или дисциплин те, которые должны были воспитать женщину, например, в правиле поведения или на этикет? Было ли такое? Вообще этикет обучали в самой семье, но также уроки этикета продолжались и в школе. Обучали не только этикету, также были уроки пения, законы. Обучали также. Был такой предмет, как закон Божий, обучали Библии и всему прочему. Ну, в общем-то, да, этикет обучалась, преподавался. Спасибо. Еще вопросы? Похоже, Ну, вообще сам по себе источник, да, вызывает большой интерес, потому что, я так понимаю, Федор Федорович Киселев был очень неординарной личностью. Я тут
пока слушала выступление, так сказать, полюбопытствовала, поскольку до этого о нем ничего не знала. Оказывается, Михаил Ильич Роднов тоже этой фигурой интересуется. И служащий Катавского завода металлургического был еще чуть ли не корреспондентом, да, Да, он отправлял Уфимских губернских ведомостей. ведомости. Его статьи использовались для изучения немецкого основного права. Он также писал об этом статьи. Насчет обучения он писал про передачу школы грамот Министерству просвещения. Тоже довольно-таки много. Было у него это в дневниковых записях, но я прям их не знаю. То есть человек был с достаточно активной такой позиции, Он да, как гражданской, сам я бы сказала. и хотел, чтобы его дочери тоже получили нормально. Потому что у него 3 дочери, то есть нет сына. Да. То есть чуждые каких-то идеалов домостроя, да, все-таки ориентированные на то, чтобы продвигать своих дочерей, дать им достойное образование. Вообще очень интересная фигура. Ну и вообще жанр вот этот дневниковый, он всегда ценен с точки зрения воссоздания элементов истории повседневности. Да? Когда, например, мы с Маргаритой Ивановной учились 30 лет назад, у нас был такой марксистско-ленинский дискурс в основном. То есть мы историю изучали как? То есть в основном это была история классовой борьбы. Да? То есть вот крупные восстания, да, крестьянские войны, производственно-экономические отношения. Любимая книга настольная, это был вот «Капитал», да, генезис докапиталистической формы ренты, по-моему, наизусть уже знали отдельные главы. А вот интересные какие-то сюжеты, моменты, мы их восполняли чтением в основном художественной литературы. Поэтому так популярен был какой-нибудь Валентин Пикуль, да, например, который какие-то там страницы монархической истории там, российского государства описывал. Потому что существует некая потребность всегда у человека узнать не просто какие-то масштабные явления, да, вот, в этой исторической трансформации, а просто узнать, а как жил обычный человек, да, каким образом он там, опекал своих дочерей, да, какую позицию он занимал по поводу происходящего вокруг него. Поэтому вот эти вот дневниковые записи, они, на мой взгляд, один из интереснейших источников, который позволяет нам воссоздать вот во всей полноте и красочности картину вот этой вот ушедшей реальности. И замечательно, что Федор Федорович Киселев эти записи оставил. Спасибо ему за то, что он их оставил, а вам спасибо за ваш интересный доклад, посвященный тоже той информации, которую мы получаем благодаря его дневниковым записям о женском образовании на Южном Урале. Спасибо. Спасибо большое. Вообще, конечно, мне интересно было узнать, задам-ка тебе вопрос. Как ты вообще вышла на этот источник? Настолько необыкновенно, сам вот этот дневник, язык этого дневника такой интересно напыщенный, да, кажется. Как говорится, да, не албанский язык уж был, людей в то время. Все дело в том, что тема моей курсовой работы – культурно-просветительные учреждения конца 19-го, начала 20 века, и мне сказали писать отдельную главу про образование в Уфимском губернии. И одним из источников сказали использовать мемуары, и я зашла на сайт Пролета, нашла, выбрала нужный мне период, нашла школа, и мне вышло. По сути, там было только 2 дневника, один в одном была посвящена только одна запись гулянию по Уфе, и упоминалась мужская гимназия. И вот вышел дневник Федора Федоровича Киселева. Хорошо, спасибо. Наверное, такой пример того, как можно проявить интерес, да? Ну и вообще то, о чем мы всегда студентам говорим, да, когда речь идет об участии в какой-то конференции, надо всегда сначала провести ревизию собственных наработок, да, посмотреть свои собственные курсовые работы и какие-то моменты, какие-то сюжеты, которые там четко выражены или в каких-то ответвлениях присутствуют, потому что все-таки этот материал уже проработанный. Фактически в этой области вы являетесь уже специалистами, так, да? Потому что вы подняли литературу, вы ее перелопатили, вы какие-то собственные выводы сделали, и это можно уже с каким-то
элементам научности, научных какой-то новизны уже представить. Спасибо. Итак, спасибо большое. Давайте перейдем к следующему докладу. Мы сейчас уже перенесемся с вами совсем в другую эпоху. Вадим нам предлагает заняться проблемой статуса и роли башкир в государстве Золотой Орды. Пожалуйста, слово предоставляет Аяпова Вадим, студент третьего курса. Спасибо. У меня тема статуса и башкир в государстве Золотой Орды. Я взял все темы, потому что мне было интересно просто рассмотреть, как в целом башкиры раньше, в Средневековье, какие отношения были между государствами, в которых они находились. И вот часть Средневековья, они влились, так сказать, в новое государственное образование, как Монгольская империя, и последующая жизнь находилась в состоянии уже Золотой Орды, как отделившийся государство, улус Монгольской империи. И вот, начиная с современной историографии, тема нахождения башкиров в составе Золотой Орды не столько популярна, как, например, в царское время, так как источники больше связаны с 16-19 веком. Когда уже башкиры перешли в подданство российского государства, те, что связано с 13-15 века, очень ограничены в подробностях, связанных с башкирами в Золотой Орде. Начать стоит сначала с хронологических событий, когда башкиры вошли в состав Западной Монгольской империи. Первые контакты башкир, живших на территории Поволжья и Урала, с завоевателями считается время похода Джибы из Худа, когда они возвращались после битвы на Калке и проходили территорию Волжской Булгарии. Есть несколько версий, что именно произошло. Было ли там поражение монголов или победа, для нас сейчас важнее участие башкиров в этом конфликте. Логически можно предположить, что если башкиры были также частью Волжской Булгарии, государства Поволжья, то они были втянуты в эту войну. Процесс завоевания Волжской Булгарии был довольно долгий. В течение 14 лет было отчаянное сопротивление завоевателей. В итоге около 1206 года было заключено перемирие между башкирскими племенами и монголами. Башкиры вошли в состав Монгольской империи на привилегии вассалов. Это довольно интересно, потому что на таком же, как сказать, договор, по такому извините, на основе такого же договора Русь также вошла в состав Золотой Орды. И здесь начинается история башкирской Золотой Орды. В правовой иерархии монгольского государства башкиры занимали привилегированное положение, как народ, обязаны армянским ханам прежде всего военной службой и сохранившей собственную систему управления. Это было связано с тем, что все-таки башкиры довольно долго сопротивлялись, и для монголов было это как достойный противник. И они считали, что лучше их себя использовать на службе, чем с ними воевать все-таки. Ну и башкиры тоже они понимали, что если они будут так долго сопротивляться, то вряд ли из этого что-то хорошее выйдет, и они не могли, так сказать, сопротивляться такой организованной, так сказать, военной машине. И к этому времени поступило юридическое оформление почного права башкир на свои земли. Согласно изложению Чингисхана, политики первых монгольских ханов в случае добровольного подчинения монголы представляли новым подданным широкие права внутреннего самоуправления. От лица хана утверждалось земельное владение и сохранились военные организации. После этих права и обязанности башкиры подтверждались правителями Золотой Орды, ярлыки гарантировали сохранение почвенных земель отдельных башкирских племен и родов. В 13-14 веках у башкир окончательно сформировалось феодальное сословно-иерархическое общество во главе с 11 ханом. Согласно плану Карпини, хан указывает, где пребывать вождя, вожди же указывают места тысячникам, тысячники сотни, десяткам. От имени хана башкиры управляли беи разных башкирских племен. Беи занимались распределением земель между племенами.
собиранием налогов с населения, а также следили за выставлением подчиненным нукерам, тысячникам, воинам, армянскому войску и тому подобное. Таким образом, власть монголов над башкирскими племенами осуществлялась не напрямую, а через местную родовую аристократию и наместников. Это напоминает положение, в котором находился Русь. Также культурный вопрос золотофонскую эпоху в башкирскую культурную среду проникли, с одной стороны, некоторые монгольские элементы, с другой – за основу влияния кимчатского компонента. Тюркский компонент, составивший основу культуры всего населения Золотой Орды, который занимал обширную территорию, способствовал созданию универсальной единой культуры. Литературы формирования единого тюркского литературного языка, по мнению известных лингвистов, данный язык стал совместным литературным языком современных узбеков, татар, башкир, казахов, каркалпаков, чьи предки вошли в тесное взаимодействие с современным Золотой Ордой. Однако, как бы веков было влияние кипчаков, они не могли стелить того своеобразия язык и национальной культуры, которая отличает язык башкир от языка других кипчакских народов. Уже в начале XIV века мусульманство, ну, как раз после религии, башкиры до этого были язычниками же по большей части. И как раз во время правления узбека хан как раз с ним связано поднятие как раз мусульманского государства и религии в Золотой Орде. И башкиры были, как сказать, тоже обращены мусульманством по части. Из всего сказанного следует, что вхождение башкир на правах полководного авторитета в состав монгольского государства дали Золотой Орде не привело к ликвидации власти местной родовой верхушки. Лицебеев и ханов они по-прежнему сохранили свое право на владение родовыми землями и главенство над своеобразными государственными образованиями в виде крупных племенных союзов или родов. После признания власти Золотоордынского хана территория башкир и государственная политика оставалась суверенной с некоторыми ограничениями в плане контроля над внешними связями башкирских ханов. Обязательного призыва воинов из башкир в случае войны исполнения юридических функций представителями НДО. В экономическом отношении подчинение башкиров ограничивалось лишь своей выборке установленных языком, а все остальные стороны внутренней жизни и быта башкирского общества развивалось независимо от золотоордынского влияния. В общей степени, благодаря этому, башкиры сохранили не только свои, но и название крупных родов, восходящих в монгольском периоду истории, смутную культуру, особенности развития технологической культуры. Все. Спасибо большое. Какие будут вопросы? Пожалуйста, дальше. Если я правильно помню, отделение где-то лучше. Башкиры были как тоже участие. Башкир силу составляют. Ну, они, получается, глаза тогда, как в целом, это было... Вадим, вы можете погромче говорить, да, потому что не всем может быть слышно, а узнать всем хочется. Ну вот я говорю, что они дошли на второй пассал, получается, а значит, они сохранили какой-то свой суверенитет, и получается, что они в Золотой Орды как свое государство имеет такое, как улус просто. Потом дальше, уже когда в Золотой Орде начала своя централизация, там она переросла в то, что они стали как областью. Ну, они уже теряли какой-то свой статус тот предыдущий. И, ну, как область теряли. Да, мы теряли все деньги в начале. Спасибо. Спасибо. Так. У меня такой вопрос к тебе, да, Вадим? Придерживаясь мнения достаточно авторитетных исследователей, заявляю следующее, что Золотоордынский период – это один из самых запутанных периодов в истории нашего Отечества. И в связи с этим у меня тебе такой вопрос. Начиная, наверное, когда? С 90-х годов, да, очень интенсивно стали
пересматривать историю и события этого периода. Так вот, у меня к тебе такой вопрос. Исследователи какой научной школы, да, каких республик или областей у нас в России или за рубежом внесли наиболее ощутимый вклад в изучение этого периода? Я помню ошибку, что как раз занимался этим, как раз вопрос лингвистики тоже. Мажитов археолог, вы имеете в виду? Да, он вроде как рассматривал вопрос тоже. У нас очень много исследователей. Тоже есть да, современных, более современных. Это, да, я, конечно, признаю авторитет, да, названных исследователей, но у нас также появились и более современные какие-то исследования. Я знаю, что в свое время эта тема была в том, что в 20 веке, например, что особое внимание уделялось именно, опять же, восстанию, как мы до этого говорили, что даже я читал советские там историков, которые писали про этот период, они больше внимания именно восстанию уделяли, что вот им было плохо под Золотой Ордой, они постоянно доставали, там все такое. А вот когда читаешь уже более современное, там и мысли, то же самое, как пересмотрели то, что вот Русь тоже жила как бы таким гнетом было, тоже писался, а теперь она как бы тоже восстала и полноценно, так сказать, была в составе этого государства. Хорошо, совершенно правильно, согласна с тобой. И здесь в качестве как бы тебе на пользу, я вижу, тебе эта тема очень интересно заинтересовала, ты ее неплохо рассмотрел, видимо. Но вот смотрите, наверное, в плане исследования вообще истории этого периода, в том числе касательно Башкирии, да, в этот период, наверное, будет интересно также рассматривать, знаете, вот тех исследователей, тех территорий и тех народов, представителями тех народов, которые они являются, и которые имеют прям-таки непосредственное отношение к Золотой Орде. То есть речь идет, естественно, о ком? О поволжских татарах, с одной стороны, с другой стороны, речь идет о среднеазиатских народах, прежде всего о казахах. Да? Вот. И именно эти научные школы, они на сегодняшний день Казахстане, они, во-первых, вносят прежде всего очень ощутимый вклад именно археологов. Поэтому я бы вам посоветовала в плане на будущее для изучения изучить, обратиться к современным исследованиям, да, по этой эпохе. И, возможно, у вас еще сложится более такая полная, разнообразная картина вот этого, как я уже сказала и повторю, запутанного такого периода в истории. Да. Кстати, поддерживаю Маргариту Нугмановну, и тоже, как всегда, когда мне что-то интересно, я обращаюсь с поисковой точкой зрения в интернет. Да? И обнаружила, что, оказывается, не далее, как 2 года назад в Казани была создана Ассоциация исследователей Золотой Орды. Вот. И ее возглавляет, это международная ассоциация, Вадим Трепавлов, доктор исторических наук, нет, не возглавляет, а как бы комментирует ее создание Вадим Трепавлов, который как раз-таки анализирует значение Золотой Орды для истории Евразии, да, потому что есть мнение, что значение Золотой Орды для истории Евразии чуть не меньше, чем значение Византии, да, как вот одного из цивилизационных центров. Поэтому действительно тема очень актуальная, тема важная, но надо, как мы с вами говорили, всегда обращать внимание на новейшие исследования. В этом Маргарита Нугмановна совершенно права. И когда мы недавно проводили семинар по подготовке научных статей, обращали внимание на то, что даже всегда рецензент оценивает, какое количество статей за последние 10 лет вы использовали при подготовке своей работы, чтобы мы не апеллировали только к тому, что понятно, там Мажитов, там Греков, да, там многие отечественные историки занимались этой проблемой, чтобы мы были все-таки на каком-то вот этом острие исследования проблемы. Ну и от меня, собственно говоря, тоже вопрос Вадиму. А какие все-таки источники? Да? Наша тема сегодняшней конференции – это источники. Вот какой перечень источников вы бы порекомендовали как студент уже все-таки не первого курса, да, вы у нас студент 3-го курса, первокурсникам? Вот представьте себе, они говорят вам, мы хотим тоже работать в этой теме. Вадим, скажите, какие источники надо читать, там, первые источники?
не откнуться. Мгм. Ну так, навскидку. Сейчас не могу пойти. Всегда нужно использовать те источники, которые имеют подтверждение, Мгм. либо какие-то археологические, либо на анализе. Да, конечно, тут логически, Маргарита Нуман сказала, да, достаточно внимательно слушать, что говорят другие, и, как сказать, рефлексировать то, что вы сами воспроизводите. Да? Понятно, что вы какие-то там мемуарные источники, сами воспоминания каких-то путешественников упоминали. Да? Опять-таки, археологические источники, действительно, Казанская школа, вот я лично знаю одного из казанских археологов, Леонарда Недошковского, который занимается, в общем-то, раскопками тоже золотоордынского периода, в частности, письменные источники, да, то есть действительно, даже если вы не знаете точного ответа, вы всегда должны уметь что-то сказать. Что источников много, как минимум, надо сказать, это и археология, это и, так сказать, там, летописные источники, это и свидетельства современников, да, ну и для нас с вами уже источниками литературными, научными являются труды исследователей, которые Совершенно, я с вами абсолютно согласна. повествуют. Можно сказать, весь корпус источников исторических, которые были письменные, да, письменные, то есть археологические, конечно же. Но смотрите, Вадим, ну, конечно же, если вы берете башкир, да, ценнейшим источником и древней истории является что? Башкирские шежиры. Да, как раз вот мы приближаемся еще к одному нашему докладу, так я понимаю, да? Да, да. Завершающему. Совершенно правильно вы угадали. Я так хочу сделать очень такой логический, плавный такой переход к следующему докладу. Это доклад, который подготовила Анастасия Васильевна, студент второго курса. И как раз она вот взяла, заинтересовалась башкирскими шежиры как источник по истории Башкир. Это она, скажем, решила сделать обзор научных работ крупнейшего нашего российского, да, этнографа, историка Раиля Гумилевича Кузеева. Пожалуйста. Ну да, как было сказано, то есть в основе лежит работа Кузеева, это башкирские шежире. Ну, получается, история Башкирии, история башкирского народа занимает особое место не только здесь, и в принципе в исторической науке, поскольку некоторые особо ранние периоды, все-таки эта история остается мало изученными. Я буду говорить, как это стать. Ну и как пишет сам Кузеев, отмечает, что основная причина слабой изученности ранних периодов истории башкирского народа заключается в недостатке источников. Ну, впервые вообще использовал шежире в историческом исследовании Рычков в истории Ингушской. Но он его использовал только некоторые моменты из истории присоединения Башкирии к русскому государству. И Рычков описывает, ссылаясь на рассказ башкирского старшины Петраса Мулакаева. Уже в XIX веке есть интерес, и он проявляется в основном со стороны историков-краеведов, это Юматов, Сиевский, и они тоже опубликовали варианты шежире башкирнинцев, латынцев и фрагменты из родословных других башкирских племен. Ну и также отмечают работы Мухитсалима Умедбаева. Ну и таким образом можно видеть, что на протяжении 19-х, начала 20-х веков внимание к башкирской шежире постепенно подрастает, но однако все-таки в их выявлении, сборе и публикации было сделано мало. Ну, именно поэтому я обратилась к работе Кузеева. Вообще башкирского шежире дословно переводится как древо, то есть это письменный источник с 16 по 19 века, и он представляет собой не одинаковые по форме и содержанию родословные сведения. Ну и все-таки в чем заключалась необходимость составления шежире? Как отмечает сам же Раиль Гумерович, это связано с древним обычаем, который предполагает, что каждый должен знать свой род и должен составлять свою родословную по мужской линии. Ну, ценность такого вида источника не только в наглядном поочередном представлении своей семьи, то есть в родословном древе, но и возможности избегания земельной путаницы, поскольку в шежире также могут включать и текстовое сопровождение. То есть шежире выступает как источник подтверждения права башкира на владение волостными землями. Ну и всего в работе Кузеева содержится 25 шежире с замыслом широкого представления башкирских племен и родов. Можно следующий слайд.
И здесь представлено содержание, то есть вот эти 25 шажире. Можно следующий. И первое шажире, оно посвящено башкирам племени Нурматы, и, как отмечает автор, этот шажире интересен тем, что содержит информацию о социальной организации, истории, внутренней структуре племени Нурматы, занимавшего обширную территорию по среднему течению реки Белой и ее притоке Ашкадару. То есть сами шажире, они представлены как и на оригинальном языке, так и имеется перевод. То есть очень большая работа проделана. Можно следующий. Я обзорно так расскажу про каждый шажире. Второе – это башкир деревень Чатырман и Мукач. Первая часть повествует о родословной башкир деревни Чатырман, вторая же, получается, посвящена именно деревне Мукач. То есть здесь мы можем видеть вот само вот это родословное древо, то есть как оно выглядит. Можно следующий. Следующее шажире посвящено башкирам племени Мин. Здесь же в первой части также описываются события, предшествующие присоединению минских башкир к русскому государству. Вторая часть – это пересказ основных сведений в грамоте на минские земли, которые были пожалованы демским башкиром Алексеем Михайловичем. Пятое шажире также посвящено племени Мин. И здесь уже предоставлены родословное древо Урдас-Бие и Сазбуга-Бие. И оно также является дополнением к предыдущему. Можно следующее. Вот, то есть также родословное древо подробно. Следующий – это шажире башкирминцев в деревне Мурадынова, деревне Сара и Новомурадынова. Здесь, получается, представлено родословное древо Санд-Ламбета, чем примечательно, что оно содержит 11 родов, то есть 11 поколений представлено здесь, довольно обширно. Следующий – это шажире башкир племени Бурзян, Кыпса, Кусерган и Тамьян. Здесь предоставлены данные о 4 знатных людях, которые были посланы к Ивану Грозному после взятия Казани в 1552 году с прошением. И следующий, он также посвящен этому. И здесь, получается, рассказывается о прошении у Павла I 4 племенами разделить земли, воды и леса, связанных с наследственным правом каждого племени на это. Как я отмечала, шажире могло выступать источником по земельному праву. Особый интерес также здесь сведениям о взаимоотношениях башкир с нагайцами в борьбе между ними в XVI веке, делу земель, об атаманах, которых башкиры оставляли в Казани в период их присоединения к русскому государству. Следующее, 8-е шажире, это племени Усерган. Интересной особенностью шажире, отмечает Гудеев, это является его стихотворная форма. Суть такого использования приема – это легкость заучивания и передачи без искажения последующим поколениям. То есть вот именно из-за этого страдало, что такой объем информации было сложно передавать в текстовом, и поэтому применялась и стихотворная форма. Следующее – это также вот продолжение вот этой стихотворной формы. И следующее шажире – это также племя Усерган. Здесь, получается, представлено родословное древо, и оно принадлежит башкирам-усерганцам, кочевавшим 300-400 лет назад на юге в пределах современных Куйбышевской и Саратовских областей. И следующее – это племени Кыпса. Здесь он дает представление о переселении части кипчакских родов на территории Южного Урала. У меня есть про каждое шажире, но я думаю, раз это обзорное, то есть саму суть расскажу, то есть почему же я все-таки обратилась к этому источнику. Здесь помимо шажире, помимо родословных, текстовых материалов, документов, есть и приложения, где представлены раздельные письма. Вы можете листать просто слайды. Представлены письма башкирминцев царю Алексею Михайловичу. Также здесь, в этой же работе, содержатся фотокопии текстов самих шажире. Получается, в шажире находили также отражение фактов и событий, которые могли сохраниться
только в памяти народа в форме исторических преданий, легенд и прочее. Поэтому почти в любом шажире, независимо от того, составлялся он один человеком или многими людьми, содержится переложение или точный пересказ более старых шаге исторических фактов и сохранившихся в памяти народа. В этом замысле в искусстве шажире донести до нас не только родословные Диев, которые были после Чингисхана и его во время описания их жизни, но и правдивые страницы летописи народной жизни, то есть о переселении каких-либо племен. И в чем все-таки замысел, то есть предоставить, возможно, читателям, слушателям, то есть какую информацию они все-таки при подготовке к чему-то могут черпнуть из этой работы, поскольку раз имеются фотокопии, то это подлинный источник, и они могут на него ссылаться. Удобен тем, что есть перевод, и все-таки кто имеет отношение, это все-таки проследить родословные, то есть здесь встречаются и до 23 поколений, то есть посмотреть огромное количество, то есть там до 350 членов семьи, то есть это огромное количество и временной промежуток. И все. Поэтому, что все-таки представляет из себя шажире, я думаю, у слушателей сложилось представление именно вот на работе Гузеева. Спасибо. Можем сразу сказать, Маргарита Ивановна, что нам повезло. Мы лично знали Раиля Владимировича Кузеева. Маргарита Ивановна его, можно сказать, ученица во многом. Да, я просто работала под его руководством, когда училась в аспирантуре, подрабатывала экскурсоводом в Музее археологии и этнографии, а Раиль Гумерович возглавлял Центр народов, это был научный центр народов Южного Урала, на базе которого потом образовался Институт этнологических исследований имени Кузеева. Вот находится здесь недалеко от нас, на Карла Маркса 6, да, старшекурсники наверняка знают, неоднократно бывали в этом музее, но тем нашим первокурсникам, которые еще не бывали, это предстоит сделать. Да. Поэтому это спасибо, Анастасия, за интересный доклад. И, пожалуйста, уважаемые студенты, ваши вопросы. Пожалуйста. Вы нам рассказали по будущей деле, которые были в Башкирии. Так вот, были ли у остальных тюркских народов, может быть, у польских, похожие шажиры? И если они были, то какие были способы или различия с башкирским? Конкретно другим народам я не обращалась, но при рассмотре этого вопроса было сказано, что и у других народов это проглядывается, но оно не называется как шажире, это же все-таки башкирского. Но я думаю, у каждого в семье, у каждого в роду есть человек, не один, который интересуется своей родословной. У меня такие в семье есть, то есть мы тоже знаем более 8 поколений. Я думаю, это все-таки исходит уже более от семьи, от своего рода, но именно я не встречала таких вот сборников, посвященных именно какому-то одному народу или народу, проживавшему на территории, как, например, это было в работе Кузеева. То есть здесь же все-таки встречаются именно башкиры, вот эти племена, которые расселялись по Белой, именно вот на эти территории. Но таких подобных работ, по крайней мере, я не встречала. Спасибо. Ну, по крайней мере, вот опять-таки вездесущий интернет нам подсказывает, что у других тюркских народов аналоги родословных тоже были, да? Но вот уникальность именно башкирского этноса заключается в таком последовательном, да, и достаточно детальном описании генеалогии, которая вот по родам расписана и сегодня представляет роскошный исторический источник, с которым работают наши коллеги-исследователи. И вот уже упоминавшийся сегодня Булат Ахмерович Изнабаев и Искандер Расулович Саидбаталов являются авторами многотомного исследования вместе с Салаватом Хамидуллиным, да? История башкирских родов. И вы, кстати, сейчас обратили внимание, у нас в Институте истории открылся
перенесли музей этнографии имени Янгузина. Многие участвовали в этом процессе. Спасибо нашим студентам за это. И там на одной из витрин представлены как раз-таки вот эти тома. Да? Их уже много, по-моему, то ли 18, то ли 20 томов уже. Некоторые представляют собой по 2 тома внутри одного тома. Да? Вот эти вот исследования, которые сделаны на основе Шежере. Потому что действительно это богатейший исторический источник, который можно тоже изучать еще не одному поколению исследователей. И роскошная возможность, я всегда по-хорошему завидую, да, вот Маргарите Нугмановне, которая только что мне призналась, что она является представителем одного из упоминавшихся Анастасии родов. Откройте нам тайну, Маргарита Нугмановна, скажите какой-то род. Да, это один из довольно крупных ответвлений очень крупного племени башкирское Кыпсак. Так что я кыпчачка чистокровная. Это ответвление Карагай-Кыпсак. Карагай – это у нас сосна, да, в переводе с башкирского, значит. Вот. И вот Карагай-Кыпсак, кыпчаки, они расселены, потомки их расселены на территории современного Баймакского, Анзелиловского и Бурзянского района. Мои предки выходцы. В Бурзянском районе очень много родственников и достаточно близких, это в Баймакском районе, и сама я выходец из Анзелиловского района, сидит в Урале. На Кыпчаке, я вам напомню, это тюркоязычные племена, которые очень мощными 3 волнами Средневековье переселились вот из центральноазиатских, среднеазиатских степей и Южной Сибири. Но прежде всего из степных, да, территорий. Самая последняя волна, это была когда? 12 век, да? 13 век? Так, 13 века, начало 13 веков, вот, и когда происходило кипчакизирование. Кстати говоря, потом вот здесь распространился вот как раз башкирские татарские языки позже. Это возникшие на основе языка вот, кипчаков. Вот, это очень массированные были вот эти вот волны. И они характеризовались, вспомните, пожалуйста, половцы. Кипчаки – это половцы. Откуда название произошло? От слова «полова», что означает соломины, поскольку они были светлые, волнистыми волосами, со светлыми пигментацией, как я говорю, да, глазной сетчатки, то есть более светлые. Более светлые. Вот, этот тип антропологический, который достаточно хорошо представлен у башкирского народа, он как раз привнесен кыпчаками, тюркоязычными кыпчаками, которые очень широко разделяются на этой степной территории, которая у нас называется в истории Дешт-Кипчак. Тянется очень далеко вплоть до Причерноморья. Это история не только Башкир, но и многих народов, и Урала, Поволжья, Нижнего Поволжья, и Кавказа, и Северного. Да? А вот этот этнический, скажем, субстрат внес очень большую роль. Спасибо, Маргарита Нугмановна, спасибо, Анастасия. Видите, какие пласты истории поднимаются. Я еще раз говорю, по-хорошему завидую Маргарите Нугмановне, которой можно взять Шежере и восстановить всех своих предков. До какого там колена? Я уже даже не знаю, до какого. Очень глубоко. Мне свое Шежере до сих пор не составила. Хотя в этом году, благодаря мне, 4-й курс составил свое Шежере. Я вот даже скажу, если я помню, это Эльшата было, кстати, знаете, обнаружилось. Вот у меня позапрошлом году я ребят просила, привлекала к участию в республиканском конкурсе Шежере. Это моя родословная. Да. И вот в прошлом или позапрошлом году у меня был студент, который является далеким потомком предводителя восстания в 1755 Батырши. Он является далеким потомком вот этого предводителя крупного, одного из последних крупных башкирских восстаний 1756 года Батырша Алиева, который даже написал прошение, там, императрицы и так далее. А вот в этом году у меня 4-й курс. Вот настолько интересный Шежере, вы не представляете. Вот, так, кто у нас... Он выявился потомок Салавата Юлаева. Сына Салавата. Да. А вот Эльшат имеет отношение к чингизидам, да? Нет, к
Да, но у него шижере, у него родословно тянется уже Тянется к среднеазиатским ханам. Самарканд. Потрясающе. Я вообще, мне Дюсный предлагал даже коммерциализировать эту деятельность. Я говорю, давайте, говорю, создадим такое малое предприятие наших студентов, вооружим методологией, будем зарабатывать деньги, писать всем желающим шижере. Да, Потому что нас же заставляет коммерциализировать нашу научную деятельность. Будем привлекать студентов. Я, честно, правда, усомнилась, что нас пустят в архивы и дадут нам доступ к ЖЖР, но будем работать. Будем работать. У меня тем более вот открытка она профессионально занимается. Вот пишет, видите, это вот видите, все делает впереди. так что у нас Будем, даже есть практик, который может помочь. будем работать над этим для того, чтобы уметь не только заниматься наукой, но и предлагать какой-то готовый продукт на рынок. Ну что ж, Да, конечно. Павел у нас говорил на то, что были ли у других тюркских народов такие понятия, как шижере, племена и все остальное. Я насчет всех не знаю, но вот могу сказать по поводу Чувашии, тоже Ну да, по языку как минимум. Тюркский народ, да. И я сам этнический Чувашии, сам многое про это знаю. Мне и бабушка много говорила про это, что есть такое понятие, как, с чувашского языка берется как яев-проект, то есть как Божье слово. Это были огромные книги, огромные родословные, которые описывались для чего? Они описывали как раз тоже расселение чувашского этноса на территории какого-то отдельного региона или какой-то отдельной большой территории. Потому что у нас есть несколько районов на территории республики, где количество чувашского этноса преобладает. И поэтому они вот это как раз такие районы, они создавались. Также были отдельные малые ЯФК, которые были в пределах семьи, и они описывали именно тоже вот соседние, например, деревенские семьи, чтобы, например, когда была свадьба, ни в коем случае не было вот этого родства, потому что по древним чувашским традициям никогда нельзя было вступать в брак. Запрет на кровный рост, до 8 колена запрещено. Поэтому и можно сказать, что вот эти вот родословные, они были распространены не только в Башкирии. Ну, конечно, да. То есть вот это введение счета, да, от первопредков, такая достаточно характерная традиция у многих народов, и, к сожалению, сегодня не смогла поприсутствовать наша коллега из медуниверситета, да, который вот напротив находится, Ирина Сергеевна Сухарева, доктор исторических наук, которая как раз-таки занимается чувашами. Вот если вы будете в перспективе заниматься, вам будет не безинтересно познакомиться с ее работами, и прекрасный исследователь Игорь Георгиевич Петров, который работает в Институте этнологических исследований имени Кузеева, да, вот уже упоминавшегося, тоже очень хороший специалист по истории Чувашии. Думаю, что в перспективе, если нас эта тема с вами заинтересует, мы вполне сможем какие-то отдельные семинары, может быть, посвятить вот родословным народов Урала-Поволжья, да? Не только, скажем, башкирским шижере, но и родословным других народов, населяющих наш действительно полиэтничный регион. Что было бы, наверное, не безинтересно, да, в такой историко-сравнительной перспективе на это посмотреть. Ну, уважаемые участники нашей секции, я еще раз хочу поблагодарить, во-первых, всех докладчиков, да, за интересные содержательные доклады, поблагодарить всех, кто активно слушал и задавал вопросы. Давайте еще раз друг друга похвалим и похлопаем. И, разумеется, наша благодарность сотрудникам библиотеки. Сейчас, я напоминаю, у нас будет небольшая экскурсия по библиотеке, поэтому прошу не расходиться. По пути из зала мы, наверное, сейчас в рекреацию выйдем и узнаем у Марата Негревича, кто именно будет проводить экскурсию. По пути обратите внимание, пожалуйста, на стенд, который сотрудники библиотеки специально для нас с вами подготовили. Да, и, пожалуйста, Маргарита Нугмановна пару слов еще скажет. Я буквально на пару минут задержу, да. Я тоже, прежде всего, хочу поблагодарить нас всех, да, и особенно наших докладчиков. Вы молодцы, подготовили интересные доклады, и это очень здорово. Я хочу поблагодарить вас, моих дорогих первокурсников, да, и
попросила я не случайно пару слов сказать, потому что я таким образом хочу намекнуть на следующее, что вот вы сейчас послушали и увидели, да, какие можно готовить, то есть какие можно вести научные исследования, как можно подготовить выступления и статьи, которые будут опубликованы. Поэтому мы с вами, то есть вы вместе со мной или с вашими будущими другими преподавателями, вашими руководителями, пожалуйста, включайтесь и включитесь, да, вот в эту научно-исследовательскую работу, которая у нас в институте очень хорошо поставлена, благодаря Ирине Васильевне. Потому что я хочу вас, Ирина Васильевна, особо поблагодарить и вообще вот за ту атмосферу, да, очень такой творческой, научной, исследовательской работы, которая в институте у нас есть. И, конечно же, особо хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю конференцию. Получилась очень такая, знаете, очень емкая, очень содержательная, очень интересная конференция. Большое спасибо, и большое спасибо всем, кто помогал организовывать, и также, естественно, нашей библиотеке, то есть национальной библиотеке, которая помогла нам создать вот эту атмосферу. Да? Большое спасибо. Да, спасибо, Гатман, за добрые слова. Я хочу сказать, опять-таки, напомнить нашим студентам, что занятие наукой дает хорошие перспективы для вашей дальнейшей карьеры. Ну, правда, пока сейчас у нас геополитическая обстановка не очень, так сказать, располагает к тому, чтобы международные связи укреплять. Ну, вот Ильшат, например, у нас вместе с Дарьей Щебетовской, да, был по программе академической мобильности в Великотырновском университете. Я думаю, что мы будем партнерские связи с другими университетами поддерживать, так сказать, пока с дружественными странами, потом, надеюсь, как-то мы все равно вернемся в пространство такого мирного, более мирного существования со всеми странами, чтобы продолжать наши научные связи. У нас многие студенты старших курсов, вот Татьяна явно выступала с докладом, участвуют в различного рода школах российских научных, их туда приглашают, полностью финансируют проезд и проживание. Это возможность знакомиться с учеными, с молодыми исследователями из разных регионов страны, укреплять научные связи, более оперативно получать информацию о подобного рода активностях. Так что, пожалуйста, выступайте, проявляйте инициативу, заявляйте о своих научных интересах. У нас все преподаватели, ни один не, так сказать, вас не отмахнет, да, ни один вас не проигнорирует, потому что установка на поддержку интересов научных наших студентов у нас постоянно проводится. Если вдруг такое случится, можете напрямую приходить ко мне. Я в 501 кабинете напротив Нины Ведусовны всегда сижу, готова вас выслушать с вашими проблемами. Но, как правило, такого не бывает. Наоборот, мы сами стараемся, как говорится, широким таким охватом наших студентов привлечь и активизировать их научные интересы в рамках конференции, школ и так далее. Поэтому спасибо вам за то, что вы у нас есть, за то, что вы даете нам возможность с вами работать, получать от вас новые импульсы. Спасибо. Так что разворачиваемся.